Башкирский мед должен получить стандарты качества и занять свое законное место на мировом рынке. Как проводится эта работа и каким образом пчеловоды Башкортостана могут получить гранты до 3 миллионов рублей и субсидии на покупку башкирской пчелы? Говорим об этом прямо сейчас в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения вместе с гостем. Сегодня у нас руководитель Межрегионального центра по защите и продвижению продукции пчеловодства Республики Башкортостан Алтын Салок Марат Хасанов. Марат Вафиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, почему это так важно, система качества и система контроля, что она позволит сделать и позволит ли это выйти башкирскому меду на новые рынки? Вы совершенно правильно отметили, что башкирский мед должен быть на мировых рынках. Но для того, чтобы он был на мировых рынках, он должен соответствовать мировым стандартам. И одной из основных наших задач является приведение продукции пчеловодства, производимой на территории республики, к мировым стандартам, к стандартам тех рынков мировых, на которые мы будем ориентироваться. В настоящий момент ситуация такая, что у нас средние хозяйства пчеловодческие составляют от 100 до 300 пчелосемей. У нас отсутствуют крупные промышленные пасеки. Поэтому товарные партии формируются таким образом, что с небольших хозяйств скупается партия меда, формируется в одну единую крупную партию. Но качество меда в различных пасеках, у различных пчеловодов, оно различно. У кого-то могут быть антибиотики, у кого-то могут быть еще какие-то проблемы с медом. И вы представляете, когда это формируется в единую партию, то все это намешивается там. И мы в итоге получаем, что у нас одна большая партия меда низкого качества, который не проходит по европейским или другим каким-то стандартам. Соответственно, он не может выходить на мировые рынки. А вообще сложно получить ГОСТ, и что он предполагает? ГОСТ, мы говорим не о ГОСТе, мы говорим сейчас о самоидентификации башкирского меда. С 19-го, с 18 века наш башкирский мед занимал тогда еще даже в Российской империи первые места. По всем странам СНГ, не знаю, Узбекистан, Кыргызстан, в Латвии, в Эстонии, спросите про башкирский мед, и все люди, жители бывшего Советского Союза, да, стран СНГ, они все знают, что такое башкирский мед. Он у них ассоциируется с качеством и с максимально, скажем так, положительными вкусовыми качествами. Но этот бренд, который нарабатывался нашими предками веками, скажем так. Но Правильно ли я понимаю, что сегодня под брендом «Башкирский мед» продается что угодно? Совершенно Республика верно. здесь хочет защитить свой бренд. И чтобы покупатель знал, что когда он покупает башкирский мед, что это действительно элитный, собранный из экологически чистых районов, и именно только вот такой вкус у него будет и такое качество. Чтобы мы могли это все подтверждать, мы должны соответствовать или создать несколько условий. То есть первое, в любом сельскохозяйственном, первое, с чего начинается, это производитель. У нас есть такой производитель, уникальная наша темная лесная пчела, башкирская пчела. Да? В рамках проекта мы как раз занимаемся генетикой и селекцией этой пчелы. То есть первое, что мы сейчас делаем, это воспроизводим генетически чистую популяцию нашей пчелы. Второе уникальное свойство – это наши особо охраняемые природные территории, это природа Башкортостана. То есть мы получаем экологически чистый продукт. И третье, немаловажно, что мы должны создать, как вы правильно сказали, это систему стандартов, ГОСТов. Мы должны выявить уникальные показатели башкирского меда, запатентовать их. И на основании всех этих данных уже мы сможем говорить, да, вот это является башкирским медом, защищать его на международном рынке и на российском также. И, соответственно, мы должны понимать, что соответствуя всем этим параметрам, то есть чистая экология, уникальный мед, потому что в мире больше нигде не производится липового меда с содержанием липы свыше 70-80%. То есть у нас есть уникальный продукт, у нас есть уникальный производитель, у нас есть уникальная природа. Соответственно, мы не должны его продавать так же, как сырье, там, в бочках по цене подсолнечного меда там, какого-нибудь. Это должен быть VIP-продукт. Стоимость этого VIP-продукта в каких пределах может быть? Это будет определять рынок. Но, понимаете... Ну хорошо, но минимальная цена. Ну, допустим, если обычный такой сырьевой мед идет в районе 100 рублей, то липовый уже начинается от 400. От 400. Но если мы выйдем на мировые рынки, давайте представим, что все-таки это произошло, то какова стоимость его может быть? Смотрите, на мировой рынок мы с вами будем выходить по нескольким параметрам. Да? То есть уже конъюнктура рынка сформирована. То есть там есть стандартные цены на мед, стандартные объемы, зафрахтованные контракты. Вот. Значит, мы должны пойти по нескольким направлениям. То есть первое направление – это вывести на рынок новый продукт.
и доказать, что этот новый продукт столько стоит. Значит, о чем мы ранее говорили, мы должны все эти уникальные свойства доказать не просто словами там, и красивыми, там, скажем так, буклетами, да, мы должны провести научные изыскания и по генетике, и по химическому составу. То есть там очень большая работа. Все это запатентовать, закрепить за республикой. И второе направление, мы должны уйти от сбыта меда в виде сырья, то есть не продавать его бочками, как сейчас производится, да, там привезли в бочке. Мы должны перейти к продаже именно продукта. То есть не бочка, а банка. А баночки. Как вы заинтересовываете пчеловодов, ведь вы и рассчитываете на них тоже? Мы на них и рассчитываем как раз-таки, потому что в рамках проекта «Алтын-Салок» мы не планируем строить гигантские государственные пасеки. В рамках проекта мы создаем поголовье генетического ядра пчелы, с которым начинают уже работать пчеловоды, которые вступают в проект. Ну, 300 семей уже выведено, пчелосемей. В 2019 году генетической элиты 300 семей уже выведено. В этом году продолжается работа по ее увеличению. Но мы увеличиваем не воспроизводя сами, а привлекая пчеловодов. То есть какие условия? Гранты до 3 миллионов рублей. Министерство сельского хозяйства... Субсидии на покупку этой башкирской пчелы, в чем они заключаются? Смотрите, заключаются они в том, что мы хотим увидеть пчеловодов не просто, как вот издревле стояли просто пасеки, он занимался пчелой. Мы хотим, чтобы пчеловоды создавали именно сферу, скажем так, пчеловодческой промышленности. То есть, чтобы у пчеловода... У нас в прошлом году пчеловоды, которые участвуют в проекте, они уже брали эти гранты. В Чешмах у нас пчеловод уже построил цех по упаковке меда, о чем мы говорим. Он уже продает не бочки, он уже продает продукцию. Цех по упаковке, по производству вощины. Ну и то есть это люди, которые получили гранты? Да, в Ишимбайском районе у нас участник нашего проекта, у него производство по производству инвентаря пчеловодческого, кормов. То есть, понимаете, если пчеловоды будут максимально использовать те возможности, которые предоставляет им республика, то есть за минимальные, скажем так, затраты, максимально используя поддержку республики, они как раз-таки могут выйти из просто производства медовой продукции, да, уже в сферу промышленности. Мы знаем, что в следующем году состоится в Уфе Апимондия 2021 года. Как вы считаете, Башкортостан как будет выглядеть там, да, и что происходит сейчас, чтобы лицо Башкортостана, ну, с точки зрения пчеловодческой отрасли, было уникальным и интересным для всей страны, ну и для всего мира? Сейчас я совершенно спокоен за то, как будет выглядеть Башкортостан, потому что, когда гости, во-первых, мы ведем саму подготовку к проведению Апимонди, во-вторых, мы плотно взаимодействуем с пчеловодами и Российской Федерации, и стран СНГ, и зарубежными партнерами. Поэтому мы уверены, что когда гости в следующем году со всего мира приедут к нам, понимаете, мы должны воспринимать Апимондию не как какой-то праздник, хотя это праздник, да, к нам приезжают гости, мы как исконно башкиры всегда были гостеприимным народом, но мы должны рассматривать также проведение этой Апимондии как максимально эффективную возможность привлечения клиентской базы. Понимаете, то есть Апимондия для нас это возможность продать нашу продукцию. Значит, до следующего года мы должны успеть подготовить эту продукцию, подготовить все то, о чем мы с вами до этого говорили. То есть мы должны по результатам Апимондии начать уже контрактоваться с нашей продукцией. С учетом, и мы покажем уже не просто, что у нас есть пчелы, там, мед, мы покажем уже работу по генетике нашей аборигенной популяции, мы покажем работу по селекции, мы покажем пчеловодов, которые не просто выезжают с ульями, мы покажем пчеловодов, которые производят полный цикл от медоносов до продажи и упаковки готовой продукции. Какой эффект это даст для республики, для экономики? Это создаст фактически новую сферу экономики в республике, пчеловодческую. Потому что сейчас она разрознена. Многие пчеловоды, они работают, как бы сказать, на себя, многие не зарегистрированы. И если мы создадим вот эти все необходимые механизмы, то люди начнут работать именно как юридические лица, они начнут выходить на контракты. То есть это все, скажем так, выведет в белую сферу всю эту деятельность. Ну и если мы говорим о стандартах качества башкирского меда, да, если мы говорим о том, что делать пчеловодам в преддверии Апимондии, да, какие рекомендации вы можете дать, и окончание работ, подготовки вот сертификации продукции, системы качества, когда ожидается? Работа уже ведется с прошлого года. То есть поддерживаем пчеловодов мы в текущей работе максимально. То есть, чтобы вы понимали, вот
то, что сейчас работают пчеловоды с нами, по генетике, по этой селекции, мы уже эту работу с ними ведем. Окончание работы когда планируете? Окончание 5 лет. Через 5 лет. Через 5 лет мы выходим на стартовые позиции, с которых вот это все начнет работать. То есть окончание, оно бесконечно. К 2024 году. Хорошо. Рекомендации ваши пчеловодам, все-таки вы находитесь в этой отрасли, перед Эпимондией 2021 года. Что делать сейчас? Готовиться к Эпимонде. Ну, что вы вкладываете в эти слова? Я вкладываю в это слова, что пчеловоды должны максимально эффективно использовать те инструменты, которые республика предоставляет им сейчас. Спасибо большое. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня был руководитель Межрегионального центра по защите и продвижению продукции пчеловодства Республики Башкортостан Алтын Салок Марат Хасанов.